Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Камшик Шара». Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Глава столичной администрации Тимур Агарба доложил президенту Абхазии о проделанной работе за 8 месяцев текущего года. Вечером 4 сентября на площади Свободы в Сухуми собрались водители такси «Гаруда», выразившие недовольство присутствием в отрасли мигрантов из разных стран. Презентация конкурсов «Гостеприимная Абхазия и новые медиа Абхазии» прошла в Гулрыбском районе. Об итогах деятельности за 8 месяцев текущего года президенту Абхазии доложил глава столичной администрации Тимур Агарба. В частности, речь шла об исполнении бюджета, о работе в сфере образования, здравоохранения, ремонта, восстановительных работах в социальной сфере. Выслушав информацию, Бадра Гунбат дал ряд поручений. Хотел бы отметить, что действительно объем работы и объем нагрузки в городе очень высокий. Необходимо всячески сохранить жизнедеятельность города, улучшать качество жизни людей, и обязательно необходимо сосредоточить все усилия на ежедневной работе. Вы совершенно быстро и оперативно информируете меня о всех тех проблемах, которые существуют в городе. Мы постоянно в рамках постоянного взаимодействия, и давайте держать тот уровень высокой степени организации, которую мы сегодня наблюдаем, и далее усиливать эту работу на благо жителей нашей столицы. Расширенный репортаж смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Вечером 4 сентября на площади Свободы в Сухуми собрались водители такси «Гаруда». Участники акции выразили недовольство присутствием в отрасли мигрантов из разных стран. По их словам, приезжие отбирают хлеб у местных водителей. По словам руководителей «Гаруды», на сегодняшний день в компании работает около 150 человек, из них 10% составляют мигранты. Многие местные наши ребята, водители, в той или иной степени недовольны, что работают у нас большое количество иммигрантов, скажем так, приезжих людей. Где-то это, может быть, мешает получению количества заказов. Все прекрасно понимают, что в летний период, я в том числе не исключение, каждый человек ищет более какой-то заработок повыше. То есть кто-то уходит на экскурсии, кто-то уходит на трансфер. То есть, получается, большое количество работников такси теряет на этот период. Но надо же как-то компенсировать это, надо, чтобы люди не оставались без обслуживания. И поэтому, естественно, нанимают людей извне, которые как бы покрывают какое-то количество тех заказов, которые не выполняют те люди, которые уходят на это. Вопрос, я думаю, в любом случае будет решен. У нас очень грамотное руководство. Я думаю, всегда надо садиться за общий стол переговоров. В конце концов, нерешаемых проблем нет. Никогда, мы сами знаете, мы не смотрели на национальный признак, мы на это не смотрим. Просто какая-то регламентация должна быть, сколько-то там человек, наверное, в первую очередь это надо идти к нашему парламенту, чтобы какие-то законы они издавали, а потом уже их будут соблюдать работодатели. Я так понимаю, что у нас все в рамках закона, наша компания работает, никаких законов не нарушает, как бы в принципе. Поэтому тут вопрос, опять же таки, палка о двух концах. Тут нужно учитывать мнение всех, и руководства, и местных работающих людей. То есть в летний период заказов много, как бы работы хватает всем. Потом с наступлением осени, зимы и количество заказов уменьшается, и количество водителей увеличивается. Ну и, соответственно, заказов становится меньше, это факт, да. Переехал сюда жить, у меня и семья, супруга с Абхазии. Ну и работать я начал в такси. В принципе, я и у себя на родине работал в сфере такси. Ну и здесь продолжил. Вообще о том, что какая-то забастовка происходит, я узнал сегодня утром из соцсетей. И, честно говоря, даже не знал, что есть какие-то конфликты.
Внести изменения в порядок лицензирования транспортных перевозок в сфере оказания услуг такси водителям гражданами Абхазии президент Бадыр Агунба поручил еще 27 августа в ходе совещания с правительством. Речь идет о запрете иностранным гражданам заниматься транспортными перевозками. Изменения президент поручил внести до 10 ноября. Вопрос находится на разработке в Кабинете министров. Чтобы разъяснить водителям такси ситуацию к офису Гаруды, пришли министр экономики Теймураз Миквабия и мэр Сухума Тимур Агарба. Принес специально документы для того, чтобы вам показать, как дело обстоит. Вот 27 августа было совещание, президент его проводил, дал ряд поручений Кабинету министров, специально взял с собой, я свои выделил. Здесь, значит, звучит до 10 ноября представить предложение по изменению законодательства о лицензировании перевозок, чтобы в такси водителями могли работать граждане Абхазии, то есть это запрет для иностранных граждан. Это поручение, которое давал президент. В развитии, для того, чтобы проконтролировать это все, премьер-министр издает свое распоряжение. Здесь еще больше сужает сроки. Мне премьер-министр дал поручение до 10 октября, чтобы проект о внесении изменений был уже представлен ему. С 27 августа мои люди, хотя я в это время в Сирии находился, сразу дали поручение. Наши сотрудники уже занимаются, у нас почти готов проект, там надо внести изменения в закон, внести изменения в постановление. Мы эту работу почти закончили. На следующей неделе мы уже отправляем этот документ, пока он пройдет согласование по органам и все остальное. Вот поручение премьер-министра до 10 октября этот документ уже будет у премьер-министра. И там будут все эти изменения расписаны. Если это будет одобрено, значит эти изменения вступят в силу. И то, за что вы переживаете, то, что послужило причиной вам собраться и вчера, и сегодня, этот вопрос будет решен. В свою очередь, по распоряжению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, МВД Абхазии проверяет организации, предоставляющие услуги пассажирских перевозок. По указанию вице-премьера, министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел проводятся проверки организаций, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. В частности, проведена проверка деятельности ООО «Гаруда Экспресс», по результатам которой нарушений не выявлено. Проверки проводятся на предмет исполнения миграционного законодательства, лицензирования, а также ведения коммерческой деятельности в целом. Данные проверки связаны с проведенными акциями со стороны ряда водителей против появления мигрантов в этом сегменте рынка труда. Как известно, 27 августа в ходе совещания с правительством президент Абхазии Бадыр Агунба поручил внести изменения в постановление Кабинета министров о лицензировании транспортных перевозок, предусматривающие оказание услуг такси водителями гражданами Республики Абхазия. Данный проект будет представлен в срок до 10 октября. Командира дикой дивизии Донбасса Ахру Абхаза Авицба и замкомандира Аляса Горца Авицба наградили орденами мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. Высокие награды бойцам вручил первый замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вопросам разработки и реализации государственной политики в сфере образования Абхазии посвящалась коллегия Министерства просвещения, которая прошла 5 сентября в Сухуме. На заседании подвели итоги 18-й республиканской олимпиады школьников, утвердили новую программу государственных детских садов, представили и утвердили концепцию новой программы воспитательной работы в школах, обсудили введение письменного экзамена по абхазскому языку в 7 классе. Шазина Ханагу расскажет подробности. Первая коллегия Министерства просвещения подняла ряд важных вопросов, каждый из которых вызвал живой интерес у участников. На повестке дня введение письменного экзамена по абхазскому языку в 7 классе общеобразовательных школ. Министерство ставит задачу повысить качество преподавания родного языка в школах и дошкольных учреждениях. Для укрепления ответственности всех участников образовательного процесса в отношении абхазского языка принято решение ввести единый экзамен по всей республике. Переход к новой системе будет осуществляться поэтапно.
Иаразнак ахәыҷқәа ҳрықәыӷәӷәаны аԥсуа бызшәахьы ацәымӷра рызцәырҳамгарц азы иӡбан сынтәатәи аҵара-шықәса ҩнызқьҩ жәохәба-жәыфба шықәса абжьбатәи аклассқәа рҿы мацара, аҩратә ԥышәара, адиктант адҵа аҭаны алагалара. Атексти аҵақәеи аҟаҵарба иадҳәаланы ирмазеиха. Концепцию новой программы воспитательной работы в школах представила директор Института педагогики Ирина Кукускир. В основе программы лучшие культурно-традиционные практики абхазского народа. Это важный шаг для сохранения национальной идентичности в условиях глобализации новых тенденций. Система образования – один из ключевых институтов, через который транслируется государственная идеология. В рамках реализации программы планируется ввести новую должность и структуру – педагог-наставник. Программа уже разработана и в ближайшее время будет внедрена. В этом году ее реализация носит пилотный характер. Пока предусмотрено 2 часа в неделю в рамках первых уроков. Это будет единая программа для всех школ республики. В настоящее время проводится серьезная работа по отбору. Принимаются заявки от заинтересованных педагогов. Есть воспитательная работа в школах. Как вот эта воспитательная работа в том формате и остается. А будет введена новая должность педагог-наставник, который конкретно будет работать по нашей программе. Естественно, интегрируя ту воспитательную работу, которая ведется в наших школах. Но это все-таки особенная программа и особенная работа этих педагогов-наставников. В рамках коллегии была утверждена новая программа для детских садов, работа над которой шла 3 года. Программа разработана для того, чтобы современные дети могли обучаться, воспитываться и развиваться в соответствии с новыми стандартами и требованиями. Дети сегодня отличаются от тех, что были 10 лет назад. Поэтому подходы к обучению, применяемые методики требовали обновления. Содержание прежней программы сохранено, но уточнено и дополнено описанием того, как ребенок будет учиться и в какой форме ему будут подаваться учебные материалы. Апробация программы проводилась в Гудаутском и Гулрыбшском детских садах, где были получены первые положительные заключения. Затем программа была внедрена еще в 13 сухумских садах, где реализовывалась в течение всего прошлого учебного года. Здесь уже идут изменения, введены новые методы и приемы, которые может использовать педагог. И дается педагогу возможность использовать другие методы, другие технологии, новые. Старая программа, она не давала этой возможности раскрыться педагогу, использовать какой-то опыт другой. В рамках старой программы этой возможности не было, а теперь мы даем новой программе эту возможность педагогам творчески подойти к своей работе. Министр просвещения Хана Гунба подчеркнула, что несмотря на существующие сложности, ни одна проблема не является невыполнимой. При конструктивном диалоге с отделами образования на местах и совместных усилиях все задачи будут решены. Глава государства Республики Абхазия поставил ряд задач Министерству просвещения Республики Абхазия. Некоторые из этих задач были озвучены сегодня на коллегии. Я думаю, что это было своевременно и очень рассчитываем на конструктивный диалог со всеми отделами образования на местах. В системе образования, безусловно, есть множество проблем, но нерешаемых проблем мы не видим. Уверены в том, что совместными усилиями мы решим все насущные проблемы системы образования. Это одно из главных, одно из важных направлений развития нашего государства. Дети, молодежь – это будущее нашей страны. Поэтому это направление особенно ответственное, и особенную ответственность мы чувствуем на себе. Коллегия завершилась на торжественной ноте. Подведены итоги 18-й республиканской спартакиады школьников. 3-е место занял Гудаутский район, 2-е – Гагарский район, а победителем стала команда города Сухум. Начальникам отделов образования вручены кубки и грамоты. Шазина Ханагуа, Рамукамке, Абхазское телевидение. Вопросы взаимодействия министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили в Москве руководители ведомств Эдуард Будба и Михаил Мурашко. В частности, речь о сотрудничестве в области медицинского образования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи и реализации совместных проектов.
Подготовке к предстоящему юбилейному съезду посвящалась партийная конференция Чемчирского отделения партии Амцахара. В ней также приняли участие руководители администрации Чемчирского района, представители Совета старейшин сел района. Руководитель местного отделения партии Нукзар Аджинджел проинформировал о реализации партийных проектов и рассказал об основных направлениях работы отделения за последний год. Нукзар Аджинджел выделил основные аспекты работы, главные из которых – участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, а также в парламентских выборах 2027 года. Партия Амцахара планирует выдвинуть молодых кандидатов на всех 32 избирательных участках района. Подобные конференции пройдут во всех районах страны. В сентябре в Сухуми состоится юбилейный съезд партии. Продажи организованных туров в Абхазии у туроператоров по итогам летнего сезона выросли на 20–40%. Эксперты прогнозируют рост продажи на бархатный сезон не менее чем на 25%. Среди причин называют стабилизацию политической ситуации, открытие аэропорта в Сухуми и появление новых отелей «Все включено». Главный тренд текущего года – рост спроса на такие объекты размещения. На осенний сезон она практически распродана. Мы поговорили с вице-президентом Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артуром Мурадяном. Действительно, мы отмечаем, что объем бронирования на бархатный сезон уже превышает прошлогодние показатели порядка 10%. У разных операторов цифры, конечно, разнятся. У кого-то они больше, у кого-то меньше. Но, во-первых, мы видим, это связано с появлением прямых рейсов, которые теперь связали два государства. Это, безусловно, стало плюсом с точки зрения, в первую очередь, имиджевой, потому что по-прежнему основной объем все-таки пересекает границу наземным транспортом. Плюс операторы также отмечает появление новых гостиниц и так любимого всем формата «Все включено» в ряде объектов, которые позволяют конкурировать. Ну и, безусловно, можно отметить, что рост, в принципе, объема продаж Абхазии происходит на фоне проблем с пляжами Анапы. Безусловно, часть турпотока Абхазия получила и поэтому, но в остальном, я думаю, что еще фактор стабилизации политической обстановки сыграл плюсом к тому, что россияне видят по-прежнему в своем соседе надежное и безопасное место, где им всегда рады. Но если говорить о перспективе именно следующего года, я бы сказал, что позитивная динамика, может быть, не в 40%, а порядка 10–20% должна сохраниться, потому что россияне любят Абхазию, это возвратное направление, это очень важный фактор. Но, безусловно, основным фактором, над которым всегда надо работать всем направлениям, и Абхазии в частности, это повышение уровня сервиса, расширение количества объектов размещения, отвечающих современным требованиям. То есть это появление крупных гостиничных объектов, это эксперименты, безусловно, с форматами питания. Ну а я бы еще, наверное, рекомендовал посмотреть на сегмент балнеологического туризма, это так называемое санаторно-курортное лечение, потому что мы видим, что общий всплеск интереса к этому виду туризма по стране растет. И здесь я думаю, что Абхазия без того обладает внушительным набором санаториев. Вот здесь нужно выстраивать работу по-новому, расширять сектор или наоборот уходить в специализацию конкретных, скажем так, частей медицинского обслуживания, обследования путешественников, какие-то тематические направленности, экскурсионные туры, потому что мы видим по югу России, что даже в закрытой для купания Анапе туристы все равно приезжают, ездят по виноградникам, то есть это всегда сейчас вызывает интерес. Ну а в зимний период однозначно сейчас надо работать над тем, чтобы увеличивать глубину продаж, потому что люди все равно ездят в теплые края, особенно, возможно, нужно усилить продвижение на территории России совместно с комитетами, с министерствами по туризму в регионах, тем самым предлагая просто съездить туда, не обязательно даже в пляжный сезон. Презентация конкурсов «Гостеприимная Абхазия» и «Новые медиа Абхазии» прошла в Гулрыбском районе. Участники встречи рассказали о возможностях, которые дают конкурсы. В их числе обучение у специалистов международного класса, гранты на реализацию идей, участие в программе льготного кредитования. Репортаж Гундышова.
Проекты, представленные в рамках презентации, ориентированы на развитие медиапространства и туристической привлекательности Абхазии. Новые медиа Абхазии предлагает создание современной платформы для распространения объективной информации о республике. А гостеприимная Абхазия – повышение качества туристического сервиса и продвижение уникальных туристических возможностей страны. Конкурс, который сейчас объявлен, на него надо обратить свое внимание, особенно молодежи, для того, чтобы попробовать реализовать свои идеи, мечты. Улрыбш, как один из интересных туристических регионов, где потенциал туризма до конца не раскрыт туристически, да, с появлением аэропорта, безусловно, динамика другая стала, все это понятно, но мы знаем, что здесь есть и Кодорское ущелье, наверняка знаете, что сейчас какие-то ремонтные работы будут проводиться в туннелях, дорогу как-то приводить в порядок, может не в полной мере, но все же. К большому счастью, у нас есть сограждане, которые сами со своей инициативой строили объекты размещения и в Кодорском ущелье. И мне кажется, вот такого рода людей и такие инициативы нужно поддержать. Потому, кому как не вам, жителям самого района, не поучаствовать в таком конкурсе и не стать победителем. Организаторы конкурса подчеркнули, что проекты «Новые медиа Абхазии» и «Гостеприимная Абхазия» являются примером практического применения знаний и навыков, полученных в ходе конкурса, и свидетельствуют о наличии в Абхазии талантливых управленческих кадров, способных решать сложные задачи. Реализация этих проектов станет важным шагом на пути к построению сильного и процветающего государства. Наша задача с помощью, в том числе вот этих конкурсов, находить людей. Сегодня это у нас индустрия туризма или информационная работа. Завтра это будут различные другие конкурсы. И с помощью вот этих конкурсов выявлять талантливых людей, способных через обучение изменить нашу жизнь в нашей стране к лучшему. Но самое главное, нужно понимать, что любое действие, любой проект, даже если под это будет найдено финансирование, без людей ничего невозможно сделать. Если у вас есть какие-то идеи, связанные с туристической сферой, этот конкурс подходит именно для вас. Хотелось бы отметить, что данный конкурс у нас охватывает большую аудиторию. Как я говорил ранее, каких-то возрастных ограничений у нас нет. Этот конкурс направлен для лиц, которые достигли совершеннолетия и верхнего потолка не имеют. Активно призываем молодое поколение, всех людей, которые себя видят в туризме, хотят реализовать свои идеи, имеют какие-то идеи или уже представляют туристический бизнес, проходить по этому конкурсу, регистрироваться. От Гуйрипского района лично я жду большое количество проектных идей, которые будут в числе победителей. Регистрация на 2 многообещающих проекта «Новые медиа Абхазии» и «Гостеприимная Абхазия» все еще открыта. Новые медиа ждет журналистов, блогеров, режиссеров, чтобы объединить их с ведущими медиаэкспертами и обучить передовым техникам создания контента. Заявки принимаются до 15 сентября. Гостеприимная Абхазия, в свою очередь, нацелена на выявление, воплощение и поддержку инновационных идей в туристической отрасли. Подать заявку можно до 13 октября. Кундашова, Камила Джопова, Абхазское телевидение. Вокруг Венесуэлы, дружественной Абхазии страны, сгущаются тучи. США под предлогом борьбы с наркотрафиком направили к берегам республики свой военный флот. Между тем, министр обороны США Пит Хексет говорит о силовой смене власти. Подробности в материале Ирины Аршпа. Президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу США уничтожили судно в нейтральных водах. Он заявил, что на судне находились террористы, перевозившие наркотики в США. Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в тесных связях с террористами. Сегодня утром, следуя моему приказу, вооруженные силы США нанесли удар по установленной группе наркотеррористов Трен-де-Арагуа в зоне южного командования вооруженных сил США. Трен-де-Арагуа является признанной иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и ответственной за массовые убийства, наркотрафик, секс-трафик, а также акты насилия и террора на территории Соединенных Штатов и западного полушария. Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в направлении Соединенных Штатов. В ходе операции было убито 11 террористов. Белый дом опубликовал видеозапись, на которой запечатлено судно, подвергшееся нападению. В июле власти США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве венесуэльским наркокартелем «Картель де Лос Солес» и объявили его террористической организацией.
В начале августа Министерство юстиции США и Госдепартамент США увеличили вознаграждение за помощь в поимке Мадуро, предложенное еще в 2020 году, с 15 до 50 миллионов долларов. По словам госсекретаря Марко Рубио, США нанесли смертельный удар по судну с наркотиками из Венесуэлы, и это может повториться. Это наркотеррористические группировки, признанные таковыми по законам США. Они действуют в международных водах с целью поставки наркотиков на улицы Соединенных Штатов. И президент использовал силу и власть Соединенных Штатов, чтобы предотвратить это и защитить страну. Вооруженные силы взорвали лодку. Это может повториться. Министр обороны США Пит Хексет заявил в интервью, что нападение на судно было предупреждением Мадуро, отметив, что нельзя исключать смену режима в Венесуэле. Президент Трамп показал, будь то юго-западная граница, хуситы, угрожающие свободе судоходства, или операция «Полуночный молот» в Иране, точное применение американской силы может иметь невероятные последствия и изменить динамику событий в регионе и во всем мире. Поэтому Николас Мадуро, размышляя над тем, хочет ли он и дальше заниматься наркотрафиком, должен принять ряд решений. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Является ли смена режима нашей целью в этом регионе? Это решение президента. Мы, конечно, понимаем предъявленные обвинения. Тем временем Дональд Трамп направляет военные корабли в Венесуэлу в рамках операции по борьбе с наркотрафиком. По данным Вашингтон-Пост, флот включает 3 эсминца, 2 десантных корабля, вертолетоносец, крейсер и корабль прибрежной зоны. По данным Рейтер, это усиление вооруженных сил выходит далеко за рамки обычного развертывания в регионе. 28 августа Венесуэла подала жалобу генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, назвав отправку американских кораблей масштабной пропагандистской операцией, призванной оправдать военное вмешательство. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что действия США являются попыткой завладеть ресурсами Венесуэлы. Они посылают 8 военных кораблей, направляют на нас 1200 ракет, направляют атомную подводную лодку. Разве они когда-нибудь посылали такое оружие в какое-либо другое место на планете? И они делают это, потому что им нужно придумать историю, сказку, в которую на самом деле никто не верит. Но они приближаются, действительно приближаются, и вы знаете зачем? За венесуэльской нефтью. Они хотят получить ее бесплатно. Им нужен газ. У нас одни из крупнейших запасов золота. И это только начало. Они идут за природными ресурсами, за плодородной землей. Они идут за богатствами Венесуэлы. Также США планируют отправить в Пуэрто-Рико 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимные источники. Этот шаг может еще больше обострить напряженность в регионе. Об эскалации между Венесуэлой и США и геополитических последствиях этого для таких признанных Венесуэлой государств, как Республика Абхазия, мы поговорили с политологом и международным аналитиком Чаро Ди Джузеппе, который находится в Каракасе. Создание нарратива для нападения на страну – не новшество. С тех пор, как администрация Джорджа Буша использовала нарратив об оружии массового уничтожения в качестве аргумента для нападения на Ирак и для того, чтобы устроить там массовые убийства, прием создания нарратива стал широко применяться. Только в случае с Трампом, Марко Рубио и всей группой из Флориды, поддерживающей возможную интервенцию против Венесуэлы, дело не пошло дальше создания нарратива, причем очень плохо аргументированного. В Венесуэле никогда не шла речь о существовании картелей, за исключением так называемого «картель де лос Солес». Это очень бесполезный, очень слабый аргумент. У Венесуэлы нет такой истории преступных группировок, связанных с наркотрафиком, как в других странах Латинской Америки, где действительно существовали преступные группировки. Венесуэла — это страна, которая борется с преступными группировками и, прежде всего, с наркотрафиком на своей территории, и так было всегда. Это признали Организация Объединенных Наций и некоторые докладчики, специальные посланники по вопросам наркотрафика в Венесуэле.
которые признали, что это очень слабое доказательство, но его стремятся поддержать медианарративом. Абхазия и Осетия – это страны, которые признаются немногими государствами в мире. Россией, Венесуэлой, среди них также Никарагуа. Это ключевые страны, входившие в сферу влияния Советского Союза, а теперь получившие и провозгласившие независимость от Грузии и получившие прямое признание с 2009 года. Очень вероятно, что правительство, оппозиционное правительству президента Николаса Мадуро, предложит иную внешнюю политику. И это, конечно, гипотетический сценарий, когда такое правительство придет к власти. Если говорить о гипотетическом сценарии, то правительство, безусловно, сделает это, чтобы вызвать определенную реакцию. Но я не думаю, что это один из основных вопросов. Я не думаю, что вопрос признания Абхазии будет ключевым. Скорее, это будет способом вызвать раздражение у России или подорвать укрепляющиеся отношения между Россией и Венесуэлой. Но признание этих двух государств зависит от укрепления российско-венесуэльских отношений. С точки зрения отношений с Венесуэлой и учитывая, что отношения между Россией и Венесуэлой в настоящее время достигли такого уровня зрелости, что маловероятно, что они будут затронуты в случае возможного признания правительства Абхазии и Осетии, или в частном случае Абхазии, или непризнанием Абхазии со стороны Венесуэлы. Политика признания государств связана конкретно с созданием национальных государств. Сегодня мы наблюдаем формирование блоков власти на глобальном уровне. То есть существует блок Востока, блок Запада. Хотя признание национального государства и является важным, в самом понятии государства происходят изменения, трансформации. Понятие государства является историческим. И как и любой историко-социальный процесс, оно подвержено трансформациям. Если Венесуэла видит в признании какого-то государства возможность защиты своей автономии, независимости, национального суверенитета и невмешательства в него, то, очевидно, она проголосует за признание этого государства. С другой стороны, в противном случае не даст добро. Венесуэла – это страна, чья внешняя политика сосредоточена на признании Устава ООН, международного права и автономии государств, а также принципа самоопределения народов, защиты их суверенитета и национального государства как высшей причины существования народов мира, свободных и суверенных, разумеется. ФК «Апсны» выпустит 12-го игрока на 3 минуты в ответной игре с Чертаново, которая пройдет 7 сентября в Москве. Как сообщает спутник Абхазия, все благодаря участнику челленджа медиалиги Тимуру Эшба. Несмотря на то, что Эшба вратарь, он сумел забить 3 гола в ворота, которые защищал голкипер Чертанова Георгий Жуков. Некоторые правила медиалиги отличаются от классических. Каждую неделю команды принимают участие в челленджах, чтобы получить небольшое преимущество в будущих матчах. Так, команда Чертанова выпустила 12-го игрока в матче с Апсны, который прошел в Сухуми 30 августа. Каждую пятницу «Комета» будет совершать еженедельные рейсы Сочи-Сухум. Расстояние в 146 километров скоростное судно на подводных крыльях может преодолеть за 2,5 часа. На борту «Кометы» помещается 120 человек вместе с экипажем. В свой первый регулярный рейс 30 августа она привезла 81 пассажира. Из Сочи теплоход отправляется в 8:30, из Сухума в 15:30. Цена билета туда-обратно составит 2000-2500 рублей. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии в субботу без осадков, в воскресенье дождь, гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью 18-23, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.